музыку я попал с лет 7, со 2 класса общеобразовательной школы. Тогда в школу пришла учительница и сыграла на балалайке. И тогда полкласса подняли руки, чтобы записаться в музыкальную школу. И конкретно на балалайку, на мой инструмент. Вот, и с успехом пришел домой, попросил у мамы. Вот, и вместе пошли записываться. Записались, и с этого времени и началась моя музыкальная жизнь. Конкурсы, концерты уже вот с ранних лет. Это невероятно интересно, это тембр звуковой, это произведение, которое она играла, может, очень зацепило. Ну, это народный инструмент, родной нашей душе, поэтому, может, и конкретно выбрал его. И ничего другого я даже не рассматривал, потому что ничего не слышал. В профессиональном исполнительстве балалайки в основном используются примы. Также существуют пикколо балалайки, это маленькая балалайка, но уже таких нету, и они уже не востребованы. Также есть их разновидности, это балалайка альт, балалайка секунда, балалайка контрабас. Они используются в оркестре по сей день, в русском народном оркестре. У меня балалайка прима, профессиональный инструмент, на котором обучаются профессионально. Звучание отличается по тембру, по высоте и по возможности. Музыкальный инструмент мой, он подходит для всей программы, которую исполняю. То есть классическую программу для разных эпох можно исполнять. То есть на нем можно технические все возможные вариации исполнять. В сравнении, если с балалайкой контрабас, большой балалайкой, она имеет другую функцию баса, к примеру, в оркестре, чтобы поддерживать организацию басовую. Балалайка происходит вот от разновидностей инструментов, балаболить, балалаить, там еще различных, как их называли. Мы исполняем различного вида репертуара, как я и говорил, барочную музыку, классическую, эпох 16 века. У нас огромный репертуар для исполнения, как для классических, так и переложения. Мы играем скрипичную музыку. Ну, конечно, выбираем, что подходит, что мы можем сыграть. У нас инструмент уже давно не народный, он уже ближе к академизму приближается. И он растет с каждым годом, с каждым часом. Большое разнообразие звукового извлечения на балалайке. Это такие, как бряцание, основной прием, пицциката, одинарная пицциката указательным пальцем, щипок. Вот, флажолеты есть также. Материал до сих пор ищут различные способы, различные сочетания разных пород деревьев для своеобразной тембровости и акустического звучания. То есть все они различные. Все они не похожи друг на друга, все они имеют свой разлив и совершенно уникальные. Самое лучшее дерево, считают, это черное дерево. Из него делают гриф и подставку, на котором крепятся струны. Также используют клен, дуб, осину. И все эти деревья очень долго высыхают, очень долго хранятся в специальных местах, чтобы они подготовились, лет 20, наверное. Только потом они пригодны для использования. За инструментом нужно ухаживать постоянно. После каждого занятия нужно обязательно протирать струны, гриф, лады, чтобы не было после рук налипов каких-то. Вот также мы ежемесячно почти меняем струны, чтобы они были новые и хорошие. Вот, если долго инструмент используется, то можно его реконструировать, как-то лаком может перекрыть, либо что-то выровнять.
конкурсы очень волнительно. Даже и концерты – это выступление перед публикой, перед родителями, перед преподавателями. Это большая ответственность донести то, чему тебя научили. Самое время конкурсов это настало в колледже. Это за моих 4 года обучения в колледже я съездил на более 6 конкурсов. В основном это была Россия. Это был Санкт-Петербург, Москва и Белгород. Там я успешно занял лауреатские места, первые и вторые. Также участвовал в республиканских конкурсах. Вот у нас очень популярный конкурс имени Жиновича, благодаря которому можно поступать без экзаменов в Академию музыки. Я там стал лауреатом первой степени. Должен быть опыт исполнения на сцене, то есть мы для этого обыгрываемся постоянно в музыкальных школах, там, где публика менее критична и критично относится к твоему выступлению. И детям всегда для развития это интересно и полезно. А мы за счет этого свое волнение, оно уходит. Мы привыкаем к сцене, привыкаем к публике и обыгрываем произведения, и их уже намного легче исполнять на серьезной публике, на концертах. Также я сейчас готовлюсь к конкурсу серьезному, который поеду скоро в Екатеринбург. И у нас уже по плану 3 концерта запланировано для того, чтобы обыграться и чтобы не было уже каких-то погрешностей. Есть различного вида конкурсы и различные степени и уровни их. То есть есть однотуровые конкурсы, а есть 3-туровые с разными этапами. Есть первый тур, где видео отправляется. А есть все 3 тура, именно приезжаешь, и через день они проходят все в один период, в месяц, за одну неделю. На серьезных конкурсах 3-й тур обычно выступают с оркестром. Если мы готовимся с концертмейстером, к примеру, по 3 произведения на тур, то 3-й тур бывает с оркестром играешь сольно. Легче поэтапно проходить. Первый этап прошел, ты знаешь, что ты выиграл, ты знаешь, что у тебя уже есть еще шанс на дальнейший этап, и двигаешься вперед, и всегда есть стремление вперед двигаться. Во время концертов я уже чувствую себя спокойно, потому что у меня уже большой опыт исполнения на сцене, еще смотря перед какой публикой. Всегда, если ответственное мероприятие перед ответственными людьми, то очень волнительно и лучше не смотреть в зал, потому что можешь сбиться, можешь улететь куда-то. У нас есть дополнительный инструмент фортепиано, который мы так же как в колледже изучаем, так и в консерватории сейчас, по которому мы сдаем и экзамен тоже, и зачеты. Это больше для общего развития. Но если обучаться на каком-то инструменте еще так же профессионально, то не хватит времени. По-моему, нужно играть на чем-то одном очень хорошо, чем на многих средненько. Занимаемся и дома, и в колледже, и в общежитии, где только можно и когда только хочется. Если занимаюсь в квартире, то соседи за стенкой, и мне как-то не до их желаний и мнений. В общежитии у нас предоставлены классы, в которых можно пойти заниматься. Да, мы все музыканты, все в одинаковых условиях. Я слушаю, как за стенкой занимаются на рояле, а я на балалайке. Ничего в этом нету. Мы все в одинаковых условиях. Все мы меломаны, слушаем от популярной до рок, все, что попадется на слух. Также посещаю концерты классической музыки, оркестров. Когда проходят какие-то фестивали, когда приезжают коллективы какие-то в город, то с удовольствием беру билеты и хожу на их концерты. Я считаю, своим хобби это спорт. Пробежки, разминки, занятия на турниках. С этого учебного года собрал ребят, дружную компанию, и по утрам бегаем, даже несколько раз плавали утром, в погоду, в холодную, в 10 градусов.
Вот, и желаю, чтобы было продолжение этого всего дела. От профессии больше всего хочется получить отклик от публики, чтобы они принимали, чтобы это было им действительно интересно, чтобы они были заинтересованы. Также обучать будущее поколение, передавать навыки и знания, чтобы они шли по нашим стопам успешно, чтобы они дальше продвигали наши инструменты музыкальные. Вот, и чтобы, главное, чтобы публике нравилось. Конечно, когда закончится учеба, хочется дальше учиться, нежели идти работать. Но придется. Вот. Больше хочется исполнительской деятельностью заниматься, к примеру, устроиться в филармонию. Вот. Но в любом случае придется и идти в школу, и работать преподавателем. Сейчас для меня таким глобальным творческой личностью является Алексей Архиповский. Это российский исполнитель. Он сочиняет неимоверно вот такую воодушевленную музыку. Он играет с позвучкой, которая продлевает звуки. Этот человек очень талантливый и покоряет все сцены, все зрительские залы. Ему аплодируют просто и кричат «Браво!» взахлеб, потому что он вообще круто играет. Если кто-то услышит эту фамилию Архиповский, посмотрите, послушайте в интернете. Это огромный пример, чего можно добиться на нашем инструменте и безграничные возможности, которые может показать.